Якутские палеонтологи обнаружили останки степного мамонта. Возможный возраст костей – 500 000 лет. Находка таилась в 30 километрах от Нижнего Бестяха. Подробности у Афанасия Николаева. Меньше чем в 50 километрах от Якутска удалось найти останки трогантериевого слона. Этот вид жил в среднем плейстоцене более 500 000 лет назад. Задолго до его прямого потомка, шерстистого мамонта. До этой находки кости гигантов обнаруживались только на территории Казахстана, Ставрополья и Краснодара. В России хранятся 8 скелетов степного мамонта, причем полных всего 3. Якутская находка одна из самых полных и самая сохранная. Они очень будут окаменелые, уже вот известкование там у них очень будет сильное. А тут сохранность просто отличная. Вот все вот кости вот сохранены, там тонкие кости, фаланги, там зубы. Ну вот череп только разбитый был на вот несколько вот кусочков. Это один из вот кусочков вот этого черепа. Степные мамонты или трогантериевы слоны были гораздо крупнее своих шерстистых потомков. Их рост достигал 5 метров, а вес 10 тонн. По расположению и комплектности костей скелета якутским ученым уже удалось установить некоторые подробности смерти гиганта. Одной ноги нету полностью, другая нога объедена почти наполовину. То есть там вот грызли его, вот падальщики. И мы на костях нашли очень много вот останков личинок мух. Это тоже соответствует, что он какое-то время лежал вот на поверхности и гнил. В общем, находка обещает обрести мировое значение. В данный момент ученые должны с точностью датировать останки и уточнить видовую принадлежность. Если это именно трогантериевый слон, то беспрецедентная сохранность костей черепа, зубной системы позволит закрыть многие белые пятна в описании степного мамонта. И я надеюсь, вот узнаем вот много о биологии вот этих трогантериевых слонов, вот, потому что нашли бивни. Мы попробуем ДНК отсюда выделить, но это очень сложно будет, потому что вот остатки очень древние, но мы попробуем. Конечно, говорить о клонировании степного мамонта пока рано. Но если удастся восстановить хотя бы часть цепи ДНК доисторического зверя, это позволит значительно больше узнать о развитии семейства слоновых в целом. Афанасий Николаев, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.